Дорогие друзья, всем добрый вечер. Сегодня у нас очень ответственный день для меня, потому что я буду рассказывать вам о немецком реквиеме Брамса. Конечно же, за одну передачу это будет слишком долго, мы сделаем поэтому сегодня, понедельник и в среду, потому что реквием идет только примерно час 10, час 20. А с рассказом будет еще немножко длиннее. Вот. Я сразу хочу предупредить, что мои, так сказать, знания этой музыки и мое отношение к ней, конечно, есть теоретическая подготовка определенная, но скорее я говорю о своих собственных ощущениях, поскольку я достаточно много занимался и занимаюсь этой музыкой, и благодаря своему великому учителю, вот Валерию Полянскому, мне довелось, в общем-то, со всей кантатно-риториальной музыкой, которая существует в периоде с конца 18 по конец 20 века, довелось общаться. Вот. И сегодня, поэтому я решил вам представить и поиграть фрагменты из немецкого реквиема. Я думаю, что мы сегодня ограничимся, может быть, тремя частями, 3-4 части, потому что они действительно очень насыщенные, полновесные и полноценные. Итак, еще раз повторяю, что не обязательно для музыкантов то, что я говорю, да, это скорее, как правило, относится к людям, может быть, даже без музыкального образования, хотя кому-то может быть интересно и из музыкантов то, что я говорю, но это построено на личностном восприятии, скорее в данном случае не теоретическом, а эмоциональном, и действительно меня это очень глубоко трогает. Вот в качестве вступления хотел бы сказать для тех, кто не знает, что такое реквием изначально, не Брамса, а в целом. Реквием — это заупокойное место еще со времен, в общем-то, средневековья, даже раннего, и со времен григорианских хоралов. Реквием это существовало как заупокойное место, то есть в церкви, служба в церкви, да, и постепенно все композиторы после григорианских хоралов, да, и после Леонина, Перотина, и к Хайнриху Шуцу и так далее, к эпохе классической, писали реквиемы для церкви. Реквиемы для церкви. И, собственно говоря, чем отличается, ну вот, еще раз скажу, что реквием для церкви, это значит, есть определенный план реквиема, определенное количество частей, я имею в виду в тексте, да, и композиторы писали специально для исполнения в церкви эту музыку. Что такое реквием? Вообще это заупокойное место, да. Но чем отличается реквием Брамса? Были предшественники, конечно, у Шутца было произведение похожее тоже, и Фердинанд Шуберт, хотя сейчас считается, что это Франц Шуберт написал, тоже у него был немецкий реквием. Вот. Интересно, что Брамс не взял за основу классический текст, да? Брамс взял просто фрагменты из Ветхого и Нового Завета. Почему он это сделал? Потому что он сам себя не относил к какой-то религии, да? Он принципиально исключил из этого реквиема слово «Христос», чтобы это произведение принадлежало не только христианству, но всем религиям. Это такое очень объединяющее произведение. В нем нету ничего отталкивающего ни по отношению ни к какой религии. Действительно, этот реквием, эта музыка, она вселенская. И интересно также, что он абсолютно не рассматривал это как заупокойную мессу, да, это для него это музыка, направленная на утешение живущих, скорее. И сам он говорил, что охотно бы убрал название немецкий реквием и поставил бы название человеческий реквием. Начал он писать его, когда ему было 20 с небольшим лет. После смерти матери была написана вторая часть, которая предназначалась сначала не для реквиема, а для отдельной траурной мессы он хотел написать. Но впоследствии, через 10 лет, то есть после, извините, я неправильно сказал, конечно, после смерти Шумана он начал это писать, как память о Шумане, да, а потом через 10 лет, уже после смерти матери, он окончательно утвердился в своей идее написать реквием. И появились таким образом 6 изначальных частей, потом после премьеры он добавил еще одну часть. И очень интересна структура этого реквиема, то, что первая и седьмая части — это Нагорная проповедь Евангелия от Матфея и из Евангелия от Иоанна, блаженны мертвые, умирающие во Господе, они как бы обрамляют этот реквием, музыка утешения. Вторая часть и шестая часть — это такой марш, в какой-то степени можно о траурности говорить, ну, очень условно, я потом подробно скажу об этом всем. Размышления о смысле существования, о бренности, да, бытия. Третья и пятая часть — это как вопрос и ответ, я тоже потом подробно расскажу. Как же утешусь я, Господи, в основном. Третья часть ставит такой вопрос. И в пятой части ответ: «Я утешу тебя, как мать
утешает ребенка. И четвертая часть посередине, это она так наполнена красотой, блаженное жилище Господне. Да, я потом вам подробно расскажу о тексте. Вот такой очень интересный у Брамса задумка, сама по себе задумка интересная, а музыка действительно вышла великая. Ну и тексты, конечно, тоже великие. Также очень интересно, что вообще в реквиемах, как вы знаете, ну я про два самых знаменитых скажу, Моцарт и Верди, конечно, Диес Ире занимает особенное место. Да? День гнева очень сильное, что-то такое. У Брамса этой идеи совершенно нету. У него наоборот, в шестой части он вместо Диес Ире он говорит: смерть, где же твое жало, ад, где твоя победа? То есть символизирует победу человеческого духа. Итак, начнем разбирать с самого начала. Я буду играть какие-то фрагменты, да, и рассказывать вам, как строится первая часть. Значит, первая часть, я сначала целиком прочитаю этот небольшой текст, он из Евангелия от Матфея и Псалма 122. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Что мы видим с самого начала этого реквиема? Посмотрите, я просто играю брамсовское великое вступление. Сейчас настроим звук. Такое вступление, и хор вступает блаженный. Посмотрите, как здорово Брамс на этом органном пункте строит, углубляет и углубляет чисто брамсовские такие гармонии, как будто вот действительно блаженный плачущий, либо не утешатся, какой-то плач, определенная скорбь здесь, да, есть. И неумолимая вот эта победа все равно наступит. Смотрите, органный пункт. Все, мы спускаемся, как бы углубляемся, посмотрите, как тонко. И вот признание. И хор вступает как контраст. Блаженный, зелих синт. Акапельный хор здесь. Опять. Блаженны плачущие. Смотрите, что-то такое, относящее нас к аллегри даже. Так как они утешатся. Посмотрите, как утешение. Потрясающе. Блаженны. Блаженный плачущий, вот здесь первый раз. Дидарайт траген. Посмотрите. Так как они утешатся. Посмотрите, сколько надежды в музыке.
тешатся. Музыка прямо утешает, как будто нас. Дальше. Следующий раздел. Сеющие со слезами. Вот здесь смысл в чем заключается. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. То есть сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Посмотрите, как музыка сразу меняет Брамс, вот эти такие интонации, обволакивающие, нисходящие. Die mit Tränen sehen, сеющие со слезами. Сеющие со слезами, посмотрите, будут пожинать с радостью. Пожинают с радостью. Смотрите, дальше текст нам о чем говорит. Sie gehen hin und weinen. Они ходят и плачут. Посмотрите, какая потрясающая брамсовская интонация здесь. Как сначала и плачут, и все время внизу органный пункт не отпускает нас, как бы. Потом будет рука Божья на органном пункте. Посмотрите место. Вот я вот здесь заостряю внимание, потому что это действительно потрясающее место. Они ходят и плачут. Посмотрите, как тонко это сделано и какое колоссальное утешение. Посмотрите. Они ходят туда-сюда, ходят и плачут. Посмотрите, такая интонация. Чисто брамсовские гармонии. И несут, вот дальше очень важно, благородные семена. Здесь вот в чем смысл текста, да? Они ходят и плачут и несут благородные семена. Ходят, плачут, несут благородные семена, но пожинать, common mit Freuden, но идут с радостью назад и несут снопы. То есть плачут и пожинают и садят семена, но возвращаются с радостью, неся снопы. То есть вот эта вот идея утешения потрясающая здесь. Вот, обратите внимание, тут сразу слышно, когда сеют, плача, и когда пожинают с радостью. Вот. Несут семена, да? Такое нагнетание, как будто вот они вот снопы. Успокоение. И несут снопы. Честный Брамс. Опять блаженный. Смотрите, как возвращение к основной тональности тонко.
блаженные. И вот посмотрите, блаженны плачущие, какая тонкая музыка, просто без слов. Опять блаженный реприза идет. Все повторение здесь точное. Плачущие. Смотрите, как меняется настрой. Почему блаженные? Вот сменился настрой. Так как они будут утешены. 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 Утешатся, да, если переводить. И дальше опять утешатся. Посмотри, какая небесная мелодия. Вот такая первая часть, абсолютно уносящая нас куда-то очень далеко в небо, да, блаженны плачущие, ибо не утешатся. Вот дальше смотрите, сейчас пойдет вторая часть, чтобы вы запоминали уже на будущее, да, вот здесь будет рамка первой части и последней, которая выражает утешение. Значит, вторая часть, она строится таким образом. Сначала идет первое послание апостола Петра, потом послание Иакова, потом опять послание Петра и книга пророка Исаии. Вот здесь эта часть, которую Брамс написал, кстати, практически полностью в возрасте 23 лет. Значит, начало. Я вам сначала прочитаю текст. Да? Еще раз повторяю для тех, кто смотрит, что Брамс подчеркивал, что этот реквием не относится к христианской религии. Он специально избегал слова «Христос», чтобы это не смущало людей, принадлежащих другим религиям. То есть он всеобъемлющий действительно реквием. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и опал цвет ее». Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ищет драгоценного плода, ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и опал цвет ее. Но слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, эта фуга уже идет, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание
удаляться. Вот такой общий текст. Вот давайте посмотрим, теперь я играю начало части, просто послушайте вступление, да? Это еще здесь текста нет, это вступление, а дальше пойдет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и опал цвет ее». Вот я играю. Дальше вступает хор на этой же музыке. Посмотрите, как интересно строится. Засохла трава, и опал цвет ее. Засохла слава, засох человек, и опала слава его. Вот здесь вот эти все фигурации, они прямо символизируют опадание в буквальном смысле. Посмотрите. И вот эта брамсовская гармония, он мог бы закончить, да? Но вот это задержание, послушайте, гениальное. Чистый Брамс. Абсолютно феноменально. Такое как бы траурное в некоторой степени шествие, да, глубокомысленное. Дальше поет на этой же самой теме хор: «Ибо всякая плоть, как трава». Вот я вам чуть-чуть напою. Посмотрите, вот как бы пришло все к упокоению. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Немножко отступили. И дальше у хора такая тема. Das Gras ist verdorret. Засохла трава. Und die Blumen abgefallen. И посмотрите, как это звучит с опаданием. Das Gras. Сейчас. Das Gras ist verdorret. Und die Blumen abgefallen. Констатация вот этого факта, я всегда говорю, у басов вот на этом. Потрясающе. Вот в прямом смысле, вот еще раз услышите, как прямо засохла трава, и опал цвет ее. Просто потрясающе. Дальше смотрите, какой оркестровый кусок потрясающий. Все на органном пункте. Ибо всякая плоть, как трава. То же самое, это реквиза.
взгляд, как цвет на траве. И опять засохла трава, и опал цвет ее. И опал цвет ее. Потрясающе совершенно. Потом будет реприза, я без пения вам насквозь сыграю. Дальше что происходит? Так будьте же терпеливы теперь, дорогие братья, до пришествия Господня. Вдруг появляется опять надежда. Посмотрите, земледелец ждет вкусного спелого плода, и терпелив он. Посмотрите, как тонко. Такой призыв немножко, да? Убаюкивающий даже. Утешьтесь. И терпелив он. Так будьте же терпеливы, братья. И вот теперь еще раз я играю дальше, смотрите, реприза этой части. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и опал цвет ее. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Засохла трава. И опал цвет ее.
Всякая слава человеческая, как цвет на траве. И опал цвет ее. Но Слово Господне пребывает вовек. И дальше начинается вот эта фуга, дословно, если переводить, «И возвратятся избавленные Господом», то есть не дословно, а лицензионный перевод, как говорится, «И возрадуются избавленные Господом, придут с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печали и воздыхание удалятся». Здесь это, чтобы изобразить полностью, конечно, 2 рояля нужно, но вот я вам наиграю тему, потом спою кусочки, да? Вот такая тема очень, то есть спасенные Господа, избавленные Господом, снова придут к Циону, как бы к городу, да, с ликованием. Ungen Zion kommen mit Jauchzen. Такая очень тема, ну, возвышенно, трепетно, такая патетическая в чем-то, да? Значит, вот. Wir löseten des Herrn werden wiederkommen, Ungen Zion kommen mit Jauchzen, erlöseten des Herrn werden wiederkommen, Ungen Zion kommen mit Jauchzen. И дальше такая очень радость, вечная радость будет над ним. Над ними. Дальше идет вечная радость, очень интересно. Freude und Wonne. Посмотрите, радость и счастье над ними, да? А дальше, а боль, посмотрите как. Und Schmerz, боль и воздыхание уйдут прочь. Wird weg, дословно, будут прочь. И опять. А боль. В общем, вот эти вот очень интересные а боль и воздыхание, прям в прямом смысле. Видите, wird weg, уйдут прочь, такие интересные очень возгласы. Wird weg. Да, очень интересно. Вот таким образом очень такая кульминация огромная, придут к Циону с ликованием. Бетховенская здесь кульминация, просто потрясающая. Радость вечная над ними. И окончание, вот это светлое, а печали, воздыхание удалятся. То есть вечная радость. Вот дальше такая мелодия идет. Ewige Freude. Вот очень интересно, послушайте. Ewige Freude. Ewige Freude. Ewige Freude. Ewige Freude. Успокоение.
вечная радость. Вот такая фуга, да, и приводящая нас к утешающему, опять же, как и в первой части завершения. То есть вот коротко, эта часть из чего состоит? Всякая плоть как трава, то есть слава человеческая как цвет на траве, то есть все бренно. Потом ждите как земледелец, который, посадив, ждет фрукт, да, и потом освобожденные, как бы избавленные Господом, придут к Циону с ликованием, то есть те, кто думает о Боге, придут к Циону с ликованием. Подчеркиваю, что здесь специально не упоминается имя Христа, потому что Брамс это рассматривал как больше общечеловеческое, в общечеловеческом смысле, а не только в узкохристианском, да, то есть межрелигиозное абсолютно, не относящееся к конкретной религии. Значит, третья часть. Дословные тексты, да, это Псалом 38 и притча Соломона. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, каков век мой. Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит, подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя, а души праведных в руке Божией, и никакое мучение не коснется их. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Потрясающий текст. Вот посмотрите, как начинается. Здесь у нас баритон соло. «Скажи мне, Господи, кончину мою». Очень такая протяжная, грустная, глубокомысленная мелодия. И хор то же самое. Господи, Господи, научи меня, каково число дней моих, да? Смотри же, мои дни, здесь вот дальше текст, гляди, мои дни, дословно, длины руки только пред тобой, то есть очень коротки в сравнении с тобой. Siehe, meine Tage sind einer Handbreit пред тобой. И жизнь моя, есть ничто пред тобой. И хор вторит, гляди, мои дни коротки пред тобой. И моя жизнь как ничто пред тобой. И опять запев баса. Господи, научи меня. Скажи мне, Господи, кончину мою. Und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon все скажи мне, Господи, кончину мою. С хором уже. И
вот возглас такой абсолютно, да, как это сказать, безутешный, безудержный. Вот скажи мне, Господи, кончину, абсолютное непонимание того, что будет дальше вот в этом возгласе. Дальше, посмотрите, продолжает солист петь. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Если дословно переводить, ах, как ничто есть все люди, которые живут, как бы это сказать, которые настолько хорошо, настолько надежно живут на земле. То есть здесь тоже вопрос опять о бренности бытия, и здесь подчеркивается то, что люди, как бы, которые живут на земле земными благами, они... Вот здесь дальше будет текст. Они ходят туда-сюда, как призраки, волнуются, беспокоятся, бегут за чем-то. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. То есть они собирают, но не знают, кому это достанется. Вот здесь потрясающе выражена такая неестественная где-то слащавость мелодии даже поначалу. Да, вот так надежно живут, некоторая неестественность мелодии. Вот дальше потрясающий кусок, они ходят туда-сюда, sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen viel vergebliche Unruhe. Ходят туда-сюда, как призраки, беспокоятся бренно, сеют и не знают, собирают и не знают, кому это достанется. И вот этот эпизод солиста, тут непонятно какая тональность, какая-то неопределенность, всплески, возгласы, мы никак не можем прийти к тонике. Вот смотрите, как Брамс это здорово здесь выразил. Самые сеют и не знают, кому достанется. И хор опять. Ах, как ничто пред тобой. Опять вот эта вот неестественная мелодия повторяется, да? Вот, которые так надежно живут. Посмотрите, вот абсолютно брамсовская, не брамсовская музыка. Он такое слащавое редко писал. Да, вот такие гармонии. И вот посмотрите, что после этого наступает. Вот мы пришли, да, уже к центральной точке. Как ничто есть люди, которые так надежно живут. Они ходят и собирают, и не знают, кому это достанется. И дальше бас говорит, баритон. Теперь же, Господи, чем должен я утешить себя? Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Посмотрите, как это здорово сделано. Вдруг после вот этой мелодии, я еще раз ее играю. Абсолютно все, как будто человек прозрел, смотрите. Nun, Herr, wes soll ich mich... Чем же я утешусь? И хор поет. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Вот такие мелодии хоровые, я сейчас попробую вам поиграть, да? Чем же, Господи, утешусь я? Возглас вдруг из глубины души. Теперь же, Господи, чем утешусь я?
нагнетается эта безудержность. Чем же утешусь я, Господи? Чем же, я вот перевожу, я утешусь, без золих мих трёстен. Вопрос, чем же утешусь я? И ответ, я уповаю на тебя. Ich hoffe auf dich. Смотрите. Уповаю на тебя, и вот дальше, прежде чем пойти дальше, я останавливаюсь, чтобы объяснить, что там происходит. Вот посмотрите, значит, еще раз, строение части, прежде чем прийти к кульминации, потому что это божественные силы, то, что дальше происходит, это находится за гранью человеческого понимания. Значит, вот у нас было, еще раз рассказываю, смысл второй части. «Скажи мне, Господи, кончину мою», баритон, соло, бас-баритон поет, он, бродит по жизни, не понимает, что происходит, да, как бы молится, спрашивает Бога. Дальше он говорит, ведь все люди как призраки, они собирают и не знают, кому это достанется. Чем же утешусь я, Господи, он задает вопрос, да? И везде самое гениальное, что здесь никаких христианских как бы упоминаний, да? Это именно Брамс опять же подчеркнуто не использует имя Христос, чтобы это произведение не принадлежало к одной религии определенной, чтобы оно было всеобъемлющим. Значит, чем же утешусь я, Господи? Я уповаю на Тебя. И дальше начинается колоссальная фуга, которую мы сейчас разберем. А души праведных в руке Божьей, и никакое мучение не коснется их. Посмотрите, как строится эта фуга. Значит, она, условно говоря, двойная, но здесь две темы просто. Одна тема идет в хоре, в исполнении хора все время, да, вторая оркестр. Вот такая тема. Такая тема хора. Der gerechten Seelen sind in Gottes Hand в руке Божьей, und keine Qual rühret sie. А никакое мучение не коснется их. Параллельно, значит, играет оркестр тему следующую. Играем вместе, что получается? Посмотрите, как бы, так, красиво, но не затейливо, да, как-то. Вот как бы Брамс мог гармонизовать. Абсолютно логично, что-то мог бы сделать. Да? Но посмотрите, главный элемент здесь во всей двухминутной фуге в громком нюансе форте, орган, адлибитум, если есть, и басы, виолончели, контрабасы просто играют органный пункт, одну ноту ре. Посмотрите, я играю просто одну тему с этой ноты, что происходит. Вот этот органный пункт, смотрите, я вместе играю. Это символизирует как раз руку Божию. Все модуляции, абсолютно вся эта колоссальная силы фуга, она строится на органном пункте. Я сейчас буду специально медленно играть здесь, чтобы это все сыграть. Это нужно 2 рояля скорее, да? Вот я медленно играю эту партитуру.
И специально заостряю ваше внимание на вот этом органном пункте вечном. Вот послушайте. Не отпускает рука Божия. Вот мы приходим к кульминации. Посмотрите, что здесь могло быть. И это все баховские гармонии идут на органном пункте. Медленно играю, слушайте. Все рука Божья. И могло быть. Опять. Но нет. Все равно не отпускает вот эта Божья рука. Это совершенно феноменально. Посмотрите вот это. Опять могло быть. Но нет. Все равно здесь продолжается органный пункт. Это совершенно умопомрачительно, когда вы слушаете эту оркестровую массу и внизу вот этот бас. Совершенно умопомрачительно. То есть, действительно, это просто феноменально. Он опять мог сделать. Но нет. То есть, эта фуга, она действительно, она за гранью возможно. Вот эти все баховские вещи совершенно потрясающие. И все время нет. Вот какой-то посыл такой очень тонкий. И нет души праведников в руке Божьей.
Это действительно феноменально. Это маленькое чудо, не маленькое, то есть это большое чудо, просто оно длится 2,5 минуты. Души праведников в руке Божьей, и никакое мучение не коснется их. Абсолютно потрясающие вещи. Вот таким образом, дорогие друзья, заканчивается эта третья часть. Вот подытожив то, что мы сегодня прошли, да, первая часть — утешение, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вторая часть — такое траурное шествие, ибо всякая плоть, как трава, размышления о вечности. И получается, что у нас дальше, как земледелец, да, ждет, садит и ждет плода, так и вы ждите, да, и тогда, вот, согласно основному тексту, да, возрадуются избавленные Господом, придут на Сион с ликованием, вот, и печали, воздыхания удалятся от них. И третья часть: Господи, скажи мне кончину мою, все люди бродят как призраки, да, пожинают, собирают и не знают, кому это достанется. На кого же я уповать буду? На Тебя, Господи, ибо души праведных в руке Божией, и никакое мучение вот это вот не коснется их. Совершенно потрясающая часть. Вот таким образом, дорогие друзья, 3 первых части, я думаю, что на сегодня достаточно, потому что реквием очень длинный. В среду мы с вами посмотрим, может быть, я завтра, у меня вот французские друзья мои снова попросили сделать передачи, я, может быть, продолжу на французском или на английском завтра, а в среду мы дойдем до конца. Поэтому слушайте немецкий реквием. Вот эта фуга, кстати, не всегда в оркестре слышен этот органный пункт, как ни странно. Я вот когда сам исполнял и исполняю, я стараюсь, чтобы это было первоочередно, потому что души праведников в руке Божьей именно. Вот как бы акцент на этот органный пункт. Это действительно потрясающе. Еще раз всем большое спасибо за эфир. Я обещал вам малеровский выпуск на русском, потому что он у нас на французском только висит. Вот жду от нашего пиар-отдела оркестрового, должны сегодня дать, так что ждите, скоро будет. Еще раз большое всем спасибо, до скорых встреч и любите музыку, слушайте Брамса. Всем пока.